После 2 лет заключения в китайских лагерях, в которых в основном содержатся уйгуры, Зумрат Давуд дала свидетельские показания творящегося беспредела на специальном заседании в ООН. Меня избивали дубинкой из-за того, что я помогла одной женщине, и говорили, что даже Всевышний не сможет меня спасти. Надо мной постоянно издевались и не кормили 3 дня, рассказывает Зумрат со слезами на глазах. Женщина была задержана в апреле 2017 года. Причиной послужили торговые связи ее супруга, являющегося резидентом Пакистана. Согласно докладу, предоставленному Комитетом ООН по правам человека, Китай ведет торговлю органами заключенных уйгуров и других тюрков. Органы, содержащихся в лагерях, изымались перед их смертью. Доклад, в котором указывается, что изымались органы не только у мусульман, но и тибетских буддистов и людей, относящихся к христианским конфессиям, был подготовлен адвокатом Хамидом Саби. Пресс-атташе Министерства иностранных дел Китая Ген Шуанг опроверг слова Майка Помпео, заявившего, что задержание уйгуров не связаны с борьбой против терроризма, и напомнил, что действия китайских властей в Восточном Туркестане идентичны действиям других стран, борющихся с радикализмом. Ген Шуанг заявил, что обвинения связаны с политикой Пекина в отношении Восточного Туркестана, и напомнил, что Соединенные Штаты Америки постоянно вмешиваются во внутреннюю политику Поднебесной. Ранее, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Помпео заявил, что Китай угнетает мусульман, и призвал мировое сообщество не поддерживать политику китайских властей в отношении народа Восточного Туркестана. Выступая на 74-м собрании Генеральной Ассамблеи ООН, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран выполнил все условия ядерного соглашения и подчеркнул, что пока не будут отменены санкции, никаких переговоров с США не будет. Соединенные Штаты Америки занимаются экономическим терроризмом и пиратством. Мы предоставили Евросоюзу время и возможность выполнить 11 обязательств, однако не получили в ответ ничего, кроме пустых обещаний и бездействий, заявил глава Ирана. Выступая на 4-м собрании спикеров парламентов евразийских стран, которое прошло в Нур-Султане, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил, что мир находится у опасного порога, и заявил, что Третья мировая война приведет к уничтожению всего живого. Назарбаев также призвал составить общий список террористических организаций.